Носовский и Фоменко. Новая хронология и концепция древней истории Руси, Англии и Рима. Святой Мамай. Чеканка. XI век. Татарские и русские имена на Руси. Читатель наверняка думает, что в средние века бытовали на Руси примерно те же имена, что и сегодня. Сегодня наши имена в основном греческого или библейского происхождения. Иван, Мария, Александр, Татьяна и так далее. Это так называемые крестные имена, то есть имена, входящие в православные святцы и дававшиеся при крещении. В 18 и 20 века именно эти имена использовались и используются в повседневной жизни, в официальных документах и так далее. Но так было не всегда. До 17 века на Руси, кроме крестных имен, у людей были и другие имена, а именно они использовались в быту и официальных документах. Оказывается, что многие из этих имен, прозвищ, были татарскими. Точнее, для уха современного человека они звучат как татарские в современном понимании этого термина. Однако в средние века эти татарские имена носили русские люди. Открываем известное исследование Корновича «Родовые прозвания и титулы в России». Он пишет: крестные имена в Москве очень часто заменялись не только другими христианскими, но и татарскими. Например, Булат, Мурат, Ахмат. Так что и от таких подставных имен производились полуотчества, обращавшиеся потом в родовые прозвания людей, чисто русских по происхождению. Гордеев сообщает, среди донских казаков была сильная прослойка населения татарского происхождения. Во время княжения Василия III среди их атаманов были известны многие с монголо-татарскими именами. По сведениям историка Соловьева, число атаманов с татарскими именами в большом количестве было среди верховных казаков. Ко времени начала царствования Иоанна Васильевича во главе донских казаков, как верховных, так и низовых, становятся известными атаманы исключительно с русскими именами, как, например, Федоров, Заболоцкий, Янов, Черкашин, Ермак Тимофеевич и другие. Конечно, среди казаков могли быть и были татары, но, в кавычках, татарские имена, как мы видим, носили и чисто русские люди. Если так было в Москве, то почему не могло быть и среди донских казаков? К концу XVI века татарские имена в Москве в основном пропадают. На Дону, как мы видим, происходит то же самое. По-видимому, распространяется обычай использовать не прозвища, а крестные имена. Например, имя прозвище Ермак, которое считалось русским,
вполне можно принять и за татарское. Тем не менее, оно, очевидно, происходит от крестного имени Ермака, которое было Герман. Ясно, что это имя могло иметь вариации Герман, Ерман, Ермак. Разница между татарскими и русскими прозвищами размыта. На это обстоятельство обратил внимание еще Морозов. Он писал: интересные выписки из брошюры Чечулина. Это все взято из разных архивных записей. Из современных исторических имен мы видим только тут имя Ярослава, а из других исторических имен только Мамая да Ермака. Остальные старорусские имена или названия животных — кобыла, кошка, кот, лисица, муха, рек, например, Волга, Дунай, Печора, или нумерация рождения 1, 2, 10, из церковных же только Дьяк, Кристина и Папа, а из греческих ни одного имени. Добавим, что среди этих имен-прозвищ встречается много имен, звучащих чисто по-татарски. Они перемешаны со славянскими именами, например, Мурза, Салтанко, Татаренко, Сутарьма, Епанча, Вандыш, Смога, Суганяй, Салтырь, Сулейша, Сумгур, Сунбул, Сурьян, Ташлык, Темир, Тенбек, Турсулок, Шабан, Кудияр, Мурад, Неврюй и так далее. Напомним еще раз, что Баты — это, вероятно, просто одна из форм батя, отец, батька у казаков, а Мамай — одна из форм слова мамин, то есть сын мамы. Итак, мы видим, что в то время, в кавычках, татарское имя еще не означало, что его носитель татарин. Более того, что многие русские люди в средние века могли носить татарские прозвища. В современном татарском языке многие из этих прозвищ не имеют смысла, то есть не имеют осмысленного перевода, так же, как и в русском. Вопрос о происхождении и смысле татарских и русских имен, конечно, очень сложен, и мы не собираемся здесь предлагать какой-либо однозначный ответ. Мы хотим только подчеркнуть, что известно много случаев, когда русские люди носили прозвища, звучащие по-татарски. Хорошо известно, что в русском языке есть примесь тюркского. Современные историки скажут, эта примесь – результат монгольского завоевания. Наша гипотеза другая. Тюркское влияние на русский язык объясняется тем, что в состав Великой, в скобках, монгольской империи входили и русские, и тюркские народы. Они, естественно, были перемешаны и много столетий жили бок о бок. Это имеет место и сегодня. Поэтому взаимное влияние языков друг на друга более чем естественно. В это же время отметим, что дошедшие до нас государственные акты написаны исключительно на русском или славянском языке. Странное, в кавычках, влияние монгольского завоевания на русскую культуру. А как же повлияло татаро-монгольское нашествие на наш русский язык? Совершенно ясно, что орда варваров, затопившая страну, безнадежно исказила и затопила исконно русскую речь, понизила уровень грамотности и погрузила народ
в темноту невежества и безграмотности горят города, библиотеки, монастыри, древние книги, разграбляются сокровища и тому подобное. Историки убеждены в том, что татарское завоевание на несколько столетий остановило развитие русской культуры и отбросило страну в прошлое. Посмотрим, так ли это. Одним из общепринятых показателей уровня культуры является, в кавычках, правильность письменного языка. Варварская латынь, православная латынь, варварская латынь, правильная латынь, классическая правильная латынь. Например, на Западе времена, когда писали на классической латыни, считаются временами высочайшего расцвета культуры и бессмертным образцом для подражания. Напротив, употребление вульгарной латыни или простонародных языков считается очевидным свидетельством падения культуры. Применим этот же критерий к Древней Руси, в кавычках завоеванной монголами на протяжении с 13 по 15 века. 300 лет. И что же мы видим? Язык наш, пишет Карамзин, от 13 до 15 века приобрел более чистоты и правильности. Далее Карамзин пишет, что при татаро-монголах вместо прежнего, в кавычках, русского необразованного наречия писатели тщательно держались грамматики церковных книг или древнего сербского, коему следовали они не только в склонениях и спряжениях, но и в выговоре. Кавычки закрываются. Так на Западе возникает классическая латынь, а у нас церковно-славянский язык в его правильных классических формах. Применяя те же стандарты, что и для Запада, мы должны будем признать, что монгольское завоевание стало эпохой расцвета русской культуры. Странные завоеватели были эти монголы. Гипотеза о происхождении названия Русь. Как известно, Монгольская империя была разделена на так называемые улусы, то есть области. Но слова улус и рус, но слова улус и рус, Русь, ни одного ли корня? Вспомним, что в России был известный род князей Урусовых. Налицо явная звуковая параллель улус, урус, рус. Но тогда возникает вопрос, не произошло ли само название Русь, слово «рус» в тюркском произношении «улус», означавшего просто часть, область Монгольской империи? Да, простите, но тогда возникает вопрос, не произошло ли само название Русь от слова, здесь вот у нас морщинистая бумага, от слова «рус» в тюркском произношении «улус», означавшего просто часть, область Монгольской империи. Подобный пример мы имеем с названием Украины. В старом русском языке слово «Украина» означало просто область, часть государства. Было много Украин, Залесской Украины, Заокской Украины и так далее. Однако впоследствии это слово было усвоено как название только одной, вполне определенной области современной Украины. Может быть, и со словом «Русь» произошло то же самое. Вначале оно означало область, улус в государстве,
а затем стало наименованием самого государства. В этом случае сочетание «русский человек» могло означать первоначально человек из некоторой области в империи Улуса и только потом приобрести значение национальности. Точка зрения этих авторов может не совпадать с точкой зрения компании Tatar Cinema International. Это газета за март 1991 года. Я так понял, газета «Крис» называется, что ли, потому что здесь вот 65 тысяч подписей в поддержку Криса. Продолжается сбор подписей в поддержку редакции. Администрация города пока молчит. Да, скорее всего. Была такая газета. Сейчас видно, она уже забыта. Так что мы никоим образом никакого отношения к этой газете не имеем. Просто вот решил использовать публикацию, чтобы познакомить вас с одной из точек зрения.